Мемориал памяти и славы – одна из интереснейших достопримечательностей республики. Место, где запечатлены страницы истории ингушского народа. При виде вагона теплушки, башен и памятника дикой дивизии гости сразу хватаются за телефоны. Александра посещает регион вместе с мамой впервые. Признается, что вначале боялась приезжать на Кавказ из-за стереотипов. Но желание увидеть мир пересилило. О своем решении девушка не пожалела. История впечатляет Ингушетии, и традиции тоже оставляют, так сказать, след в сердечке. Мемориал памяти и славы привлекает гостей своей богатой историей. Начиная с царских времен, здесь высечены имена и подвиги участников ВОВ, и заканчивая депортацией и осенью 92-го. Так, место под открытым небом дает прикоснуться к ингушской хронике. Очень эффектный памятник, мемориал в виде этого подлинного вагона, который воплощен на настоящей натуральной железной дороге. Ну и там полуторка, и паровоз настоящий, который на воде на пару работал. И, конечно, в самом музее я был неоднократно, внутри экспозиции смотрел. Небольшая, но очень серьезная экспозиция. Человек получит очень серьезное впечатление там. На этот туристический маршрут выделено всего полчаса. За такое короткое время не удастся проникнуться историей целой нации, сетуют туристы. Некоторые планируют вернуться в Ингушетию еще раз, чтобы сполна окунуться в культуру. Ну и, конечно, кухню республики. И у старших, и у младших остались приятные впечатления от мини-остановки. Увидели кусочек только Ингушетии, и оно уже нас поразило. Сам этот мемориальный комплекс очень понравился. Для меня не только как для гражданина России, где я увидела Ингушетию, а еще и как для учителя это очень познавательно и очень интересно. Я знаю, что расскажу своим близким, родным, расскажу своим детям. Увидела памятник жертвам репрессий. Нам здесь очень нравятся эти истории, нас сильно впечатлили, нам все интересно, мы здесь первый раз. Амаля, а тебе что понравилось? Ну, мне здесь понравились истории, как тут было все, поезд, впечатляет тут все. Еженедельно мемориал памяти и славы посещают туристы из разных регионов России. Как минимум 4 микроавтобуса. За один день экскурсии они успевают объехать несколько республик. Несмотря на то, что комплекс сейчас находится на стадии реконструкции, это никак не мешает гостям изучить национальную достопримечательность. К слову, сами ремонтные работы планируют завершить в течение нескольких недель. Хава Газикова, Рамазан Зурабов. Новости 24.